А что, другие варианты есть? Нет, там вчера горбан. Перед вами руинированные останки Большого Салбыкского кургана, то есть руины. Курган был раскопан в течение 3 полевых сезонов, 54-56 года прошлого столетия, под руководством Сергея Владимировича Киселева. Был такой археолог, москвич, когда-то был член-корреспондент Академии наук СССР. Возможно, поэтому ему, может быть, были выделены средства для того, чтобы он смог раскопать и изучить один из самых крупных курганов в течение Среднего Енисея, Большой Салбык. Был назван по местности, где он расположен. Это Салбык-Чазы, Салбыкская степь, что в переводе с хакасского обозначение широкого ровного места. Данный объект относится к тагарской археологической культуре. Как принято во всем мире, все археологические культуры Хакасии были названы по первым местам раскопок. То есть впервые этой культуры курган был раскопан на острове Тагарский в Минусинском районе. Хотя первоначально эту культуру называли Минусинской курганной. Был такой археолог Теплоухов, который давал название культурам. Но потом посчитали, что название некорректное, и оставили название Тагарская археологическая культура. Это люди, которые населяли территорию Хакаско-Минусинской котловины в 8-2 век до нашей эры. Строительство данного объекта первоначально датировали 4-3 веком до нашей эры. А вот последние исследования провел ученый из Санкт-Петербурга Леонид Сергеевич Марсадолов, доктор культурологии, работник Эрмитажа. Он взял спил из склепа Большого Салбыкского кургана, который хранился в фондах Краеведческого музея в Абакане, повез на исследования, применил новый изотоп, который более точно определил время. То есть современная датировка строительства данного объекта 5 век до нашей эры. 5 век до нашей эры считается временем осевым не только для Саяна Алтая, но и для всего человечества. Одновременно во всех уголках Евразии зазвучали речи мудрых. Примерно в это время в Индии обрели Будду. В Китае начали свой путь учения Лао Цзы и Конфуция. В Вавилоне и Палестине слушают первых библейских пророков. Ну, в Греции там, естественно, поражает воображение работы первых философов, таких как Геродот. А вот степи Евразии стали полем для распространения идей, технологий и товара. Здесь сформировался единый тип хозяйствования – это кочевое скотоводство. Кочевники, управляя стадами и чередуя пастбища с водой, покорили огромные территории. Это, считайте, от Черного моря и до Великой Китайской стены. Эту древнюю группу народов в Греции называли скифами. В Иране их называли саками. В Китае в V веке до нашей эры территория от Байкала до Иртыша, это с востока на запад, и от Северной Монголии до реки Тунгуск, это с юга на север, было обозначено как государство Динлинго. Динлины населяли эту территорию. К сожалению, никак не переводится даже на китайский язык. Но мы их отождествляем вот с тагарцами. Вот я вам рассказал тот период времени, когда строился этот курган. Когда он был не раскопан, то высота насыпи этого кургана достигала почти 12 метров. Вот сейчас вы проехали мимо Большого кургана, видели, да? Да. Довольно серьезный такой курган. Значит, Большой Салбык был почти в 2 раза выше. Вот, в окружности он был 500 метров, сверху была грабительская яма, так называемая мина, глубиной 5 метров, диаметром 19. 20 июня 1954 года начались раскопки этого кургана. Вначале археологи откинули землю по всему периметру этой ограды, с внешней стороны изучили ее, после чего приступили к раскопу входа, перед которым мы сейчас с вами находимся. Вход находится с восточной стороны этой ограды, был завален плетником на высоту 2 метров. Для чего это было сделано? Для того, чтобы душа умершего царя, которого здесь похоронили, не вернулась в мир живых, а упокоилась в мире мертвых. Но теперь нам надо будет пройти в центр. Так это все было засыпано вот так. Ну вот вы проехали мимо кургана, видели? Да. Вот он был вот такой. Это вот граница оградка, да? Вот? Это ограда. То есть мы сейчас идем по дневной поверхности степи. Что? Это кромлях. Круг. А это? А это квадрат. Квадрат. Так, ну, значит, можно начинать, да? Да. Обратите внимание, квадратная каменная ограда. Ее размеры 70 на 70 метров. 23 вертикально стоящих простеночных камня. Все они стоят на одинаковом расстоянии друг от друга и сориентированы по сторонам света. По линии восток-запад, верхними окончаниями на восток.
тагарцы-строители завезли внутрь этой ограды вот эту породу, на которой мы сейчас с вами стоим. В ней соотношение песка и глины примерно 50 на 50. При намокании обладает цементирующим свойством. Завезли объем в количестве 24 тысяч кубов. Придали ей форму пирамиды. И чтобы дожди и ливни ее не размыли, в конце строительства обложили дерном. Облицевали. Возможно, что какое-то время даже поливали, чтобы этот дерн сросся. Вот обратите внимание, слева и справа от вас между простеночными камнями нет ограды. На самом деле там ограда была. Это так называемые технологические проемы для археологов. Через эти проемы они вытолкнули землю с этого кургана, который находится сейчас в отвалах за пределами ограды. Обратно камни, мегалиты поставить не смогли. Не было такой техники, чтобы можно было аккуратно убрать, потом установить. Во всех 4 углах этой ограды археологами были обнаружены так называемые закладные строительные жертвы. Вот в этих 3 углах были обнаружены скелеты мужчин, один был связан по рукам и ногам в дальнем углу. А вот под юго-восточным камнем, под самым большим, было обнаружено детское захоронение, мальчик 12-14 лет. Киселев их назвал рабами. То есть у них черепа, кости рук, ног, ребра были переломаны. Возможно, что их просто забили камнями. Ну, жути хватит, да? Значит, вот этих объемов, которые находятся за пределами ограды, хватило бы для того, чтобы построить пирамиду высотой 25-30 метров, как современный 10-этажный дом. Центр этой ограды не был занят по инженерным соображениям, потому что давление массы земли тут не выдержало бы никакое строение. Поэтому само захоронение было сдвинуто к западной части этой ограды. Вот здесь можно остановиться. Вот, обратите внимание, земля в этом месте просела. Вот это и была сама погребальная камера, то есть могила. Размеры ее 5 на 5 метров, глубиной 1,80 м. По всему периметру яма была обставлена вертикально стоящими бревнами, чтобы не обвалились края. В углах были бревна уже большего диаметра, а уже внутри срубили сруб. 4 венца огромных бревен, затесанных под брус. Лиственница, да? Да. Все бревна были завернуты в бересту. Вот вы сейчас ехали мимо этих гор, это Ботиневский кряж. Там растет лиственница, береза, бересту заготавливали, чтобы она стала эластичная. Ага, сюда поближе поставьте. Бересту заготавливали, чтобы она стала эластичной, ее вываривали, потом прошивали. Каждое лиственничное бревно зачищали от коры и свежим туго заворачивали в бересту. Сверху. Да, до 15 слоев. Ничего себе. Для чего? Для того, чтобы обеспечить сохранность древесины на века. И им это удалось. Когда археологи докопались до склепа, то бревна, которые были в бересте, были как свежие. Пролежали в земле 2500 лет. Кстати, мы заказали смету, заказали, чтобы нам осметили одно бревно, 6-метровое бревно лиственничное, завернуть в один слой бересты, 70 диаметров. Более 40 тысяч. В один слой бересты. И мы сразу отказались от реконструкции склепа, потому что... В смысле, одно бревно более 40 тысяч Да, реставрации. да. И то не полная реставрация, в один слой. В один слой, да. А там, вы сказали, сколько слоев было? До 15 слоев, да. Поэтому наша маленькая, но гордая республика себе такого не может позволить, не сможет. Конечно. Дойти надо башку иметь. Все пространства, кстати, когда вот они ложили эти бревна, то бревна выходили за пределы сруба. Вот, они даже шили колпаки вот на эти, специально сшивали и закрывали. Торцы. Да. Маски у нас где обнаруживают в Евразии? Это Египет, это Китай. На Северном Алтае только у нас Хакасия. Ни в соседней Туве или там на Горном Алтае ни одной маски не обнаружено. Все мягкие ткани у него были удалены, кости были скреплены прутьями. То есть это была мумия, которую выставляли на показ. Когда с ним прощались, то в мир иной вместе с ним ушло его ближайшее окружение. Это были 2 молодых девушки, Киселев их назвал наложницами, и 2 молодых воина. У них черепа были пробиты чеканом, боевой топор, в затылочную часть. В Дромосе, который был уже засыпан, обнаружены были останки еще 2 воинов, причем у каждого в руке правой был кинжал, а при жизни их связали спина к спине. Вот. Возможно, но без видимых признаков насильственной смерти. Возможно, что были погребены заживо. Но они как бы охраняли вход вот в это сакральное пространство. Позже сюда были подхоронены 3 родственников этого старца. Это уже антропологи определили по черепам. У них была очень хорошая сохранность черепов. И даже по черепам определили, что 2 из них были родные брат и сестра.
Возраст у них колебался от 40 до 45 лет. Весь биологический материал был вывезен в МГУ, Институт антропологии, и там наш известный антрополог Герасимов определил этого старца как монголоида с примесью европеоидной расы. Вот. Я хотел бы ваше внимание обратить сейчас вот на этот камень. Видите, вот второй от угла, оба сложены сверху, видите, каменная. А вот на ребре, видите, такие полосы? На ребре этого камня. Может, поближе? Мы просто сейчас солнце уйдет, и мы этого больше не увидим. То есть этот камень был, его пилили. То есть Вот видно, да. в V веке до нашей эры у тагарцев были свои продольные пилы. Если То есть его как, Не ломали, а пилили. да. А может быть, я не... потом немножко расскажу, вот как. Вот, как определили, что именно А пилили? вон видно же грань. а что, не видно разве? Вот они. Так их все пилили. А только на одном, да, больше ни на каких Ну, а других? я потом покажу, почему на одном и почему именно на этом. Значит, я просто обратил ваше внимание, сейчас солнце уйдет через 5 минут, мы это... Вот обратите внимание вот на этот мегалит. Чтобы ему придать вот такую форму, надо, видите, они с помощью какого-то приспособления, они его распилили, видите, на определенную глубину. И потом подработали, придали ему такую форму. Чем они это сделали? То Мы есть они тоже- выровняли вот таким образом поверхность Да, более-менее, да? да. Она была все-таки какая-то может быть, неровная. это может быть, Ну, в это смысле, скалывалось. Вот. Ну, Это под от- прямым углом, да, да, вот да. такое Но бывает с в другой природе. стороны, также не скал, не, да. А вот это явно отпилено. Это отпилено и подработано. Да, да. Каким образом они их сюда доставили? Вот давайте посмотрим вот на этот, допустим, мегалит. Да. Ну вот, допустим. Он через футбольный порог, он на 1,5 метра вкопан в землю. Ширина его достигает почти метровой толщины. Вот такие, да, вот такие мегалиты невозможно перемещать по бревнам, как некоторые рассказывают, что вот их перекатывали. Раздали? Да если бревна где-то просядут, он просто переломится. А вся долина, она идеально чистая. То есть строительного мусора они здесь не оставили. Поэтому такие мегалиты можно было перемещать только на жесткой платформе. А вот эту платформу уже можно там по бревнам катить, я не знаю, там Колеса, наверное. жиром животных покрывать эти бревна там. Это Я думаю, сани такие, да? Огромные. Поэтому предположили, вот, что зимой на больших санях дорогу заливали Зимой водой. Да, вот именно Ну, зимой. логично, потому что сколь... Ну, Да. И по ледяному насту с помощью быков и верблюдов таким образом доставили. Даже, Часть может быть- пути они прошли по реке Биджа, потому что мы там в пойме реки обнаружили несколько таких мегалитов. Ну, видимо, не соблюли какие-то определенные временные рамки. Может, резко потеплело, потом уже не смогли оттуда достать. И они там, Опрокинулось, может может быть. быть, сани сломали, мало ли какие там проблемы. Археологи, которые изучали, они говорят, что вот каждый камень ставило племя, да, но значимые дни летнего либо зимнего солнцестояния, потому что на многих камнях есть выдержки либо солнца, либо луны. Вот. Но, знаете, наши астроархеологи не из любого значит, могут извлечь то, что им интересно. Ну вот, видите, опять вот эти вот пропилы, да, про которые я вам говорил. Обойдите вот камень с той стороны, просто посмотрите, какие были способы обработки камня. Стульчик-то надо было туда, скорее всего. А еще туда. Ну, это мелкие кусочки отбивали. Вот по эту часть камень камень находился в земле, поэтому верхняя часть, видите, она сильно подверглась эрозии. А вот нижняя часть довольно хорошо сохранилась. Ну, это полировка, наверное. Ну, наверное, чем-то полировать. Давайте выйдем вот сюда на отвал. Посмотрим в долину. Нет. Нет, смотри, вот эрозия. Вот, смотри. А это в земле. Гладкая. Ну, может, какие-то были бронзовые какие-то. Вот такой же был курган, вот такой же курган был, только в 2 раза выше. У того кургана каменной ограды нет. Есть она, есть? она под землей просто. Землей, да? Они же просто наружу камни Да, торчат. да. Камни торчат вот такие же, да? Вот в чем наши конструктивные особенности наших курганов. У них поднасыпная квадратная ограда, как правило. В Бурятии там они насыпаны, просто камни лежат. И они, как правило, небольшие. У нас может быть на 1 квадратном километре 1 курган стоять, но он будет огромный. А может быть 100 курганов, но они будут маленькие. Но рядом будет довольно серьезный курган стоять.
Я бы хотел ваше внимание обратить на 3 объекта. Вот первый, это курган, мимо которого вы проехали. Второй, это раскопанный Большой Салбык. И третий, вот, это самый дальний, видите, курган? Да. Вот все 3 этих кургана стоят на одной линии и на одной высоте. 535 метров над уровнем моря. Они, значит, 23 каменники. В Ограде 23 вертикально стоящих камня. Все остальные... Все 3, да? Да. И круче их здесь уже никого нет. Они заняли самые высокие места. И Большой Салбык, естественно, он занял самое центральное положение в этой композиции. Люди, которые в них похоронены, это они из одного клана. Скорее всего, что это была династия, которая правила вот этим государством динлинов, тагарцев в течение определенного времени. Они были похоронены, самый рассвет государства тагарцев, это видно по величине погребальных сооружений. Но, к сожалению, не успели нарастить свой экономический, военный потенциал, как сюда вторглись хунны, гунны еще их называют. В 201 году до нашей эры они сюда вторглись. Вот, в том числе захватили уюкцев Тувы, пазырыкцев Алтаев и вот тагарцев. Они не раскопаны, но разграблены. Да. А они, А копать почему не будут? получается, гунны не разграбили их? Разграбили уж гораздо позже. Гунны, значит, ну, первая грабиловка, которая была, еще была в древности, еще до тагарцев. Кто-то грабил. Но тагарцы, конечно, когда пришли, могли и гунны, в принципе. Потому что они же Нет, пришли, вот я они попозже сужу. сюда подошли. Вот кто, те, которые грабили во время Петра Первого, вот это вот заселение. Да, вот То есть, это уже вторая была грабиловка. То есть они вынесли все вообще. Да, последняя. То есть тут такого Скажите, а почему чуда, не как археологи там работать на этих курганах? Аржан и Аржан-2. Аржан-2 это вот как раз симметричная культура тагарская. Она у них называется уюкская. Вот это же Скифское- чудо, то, что у них в скифское музее время. золото, это просто потрясающе. Ну, понятно, что это очень Понимаешь, интересно. Слава, дело не в золоте, а пекторали. дело в том, что это Кочевников, предметы, это может быть гоп-стоп, да, в принципе, как некоторые вот. Видите, вот такая тамга. Вот, там. И здесь можете увидеть еще выбивку, вот такое солнце, да? Вот кто-то интересовался, кто-то сейчас спрашивал меня, как там. А Петроглиф? Петроглифы есть. Ну, я вам ну, они под загаром, наверное. А скажите, а вот подвергли с сегодня, нашими конечно. европейскими черноморскими скифами что-то общее в культуре У них, значит, вот у скифов при Черноморье и наших скифов оружие, конская сбруя и оленные бляхи были один в один. Единственное отличие, что у скифов при Черноморье это было в железе все, а здесь еще все было в бронзе. И очень долго еще железо здесь не могло вытеснить бронзу. Потому что до того было отлажено бронзолитейное производство. Ну там с греками была связь. Здесь можете увидеть вот такая тамга. Вот она. Видите? И надпись 1893 год. Николай Савенков был исследователь такой. Первый значит, исследовал, вернее описал этот курган был Миллер в 1739 году. Второй вот был Николай Савенков в 1893 году. Вот он первый здесь написал. Ну, не Слушайте, а Николай Савенков, знаете ли. зачем? Он же человек-археолог. Зачем он написал? А тогда еще не было вот такого отношения, как сейчас. Значит, если его выкопать, этот камень, он будет почти 12 метров. Он на 3,70 вкопан в землю. Вот с этой стороны на 3,50 с того края. Этот мегалит в 2,5 раза больше самого большого мегалита, который установлен в мегалитическом комплексе Стоунхендж в Англии. Недавно англичанин приезжал сюда, сказал нет. В 2, говорит, согласен, но не в 2,5. Я говорю, он еще на 3,70 вкопан. А, тогда окей. Вот сюда, пожалуйста. Уехал в зеленый город. Значит, с северной стороны юго-восточного камня в древности были набиты танги. Они принадлежат древним народам, как ни странно, Персии, древнемонгольские и древнетюркские. Вот на этом? Да, я ссылаюсь на работу Леонида Сергеевича Марсадолова. Он занимается вот скифским временем в Эрмитаже. И вот некоторые из них я вам сейчас покажу. Вот, допустим, спирали, вот такие кресты с 2 перекладинами. Вот с одной 8 знак бесконечности. Вот доллар перевернутый. Свастика левосторонняя. Видите, да? Вот древо жизни, вот тюркская танга. Здесь же можете увидеть фигуру бегущего человека. Видите? Да. Не видите? Ну да, вот вы за пятку. Да. А вот что у него в руке, видите? Правой.
Он бегущий, не едущий Ну, человек. факелы да? Ну, вот одна нога, вот Скорее вторая. всего, лук у него. Вот стрела с луком, да. А вот в руке. Не похоже на факел? На факелы, говорят, да. Вот такой вот олимпиец бежит на восток. Вот эти вот там, где были набиты средневековье, это 6-12 век нашей эры, это енисейские кыргызы, предки современных. это уже это- после, насколько я Да, знаю, да, да. Они тоже почитали это место и решили себя увековечить. Возможно, что в похоронах этого человека, ради которого построили эту пирамиду, принимали участие представители вот этих государств Азии. Возможно, что даже послы, потому что мы же сегодня говорим, что государство Динлинго это было первое государство на территории современной России. Вот эти камни, которые стоят перпендикулярно ограде, называются контрфорсы. Тагарцами было принято инженерное решение. Вот плита внахлёст, видите, да? Центр тяжести плит смещен в сторону контрфорса. Контрфорс заглублен на 1,50 м, 1,70 м. Стоят через каждые 3 метра по всему периметру этой ограды. Держат ее. Вот если мы уберем сейчас всю землю от ограды, мы ее все равно когда-нибудь уберем. Она как стояла, так и будет стоять. Вот эти контрфорсы ее будут держать. Кстати, вот под этим контрфорсом стоит еще один контрфорс. Подождите, а вы уберете землю от ограды, но вы же уберете ее от контрфорса тоже? Нет. вы Мы его оголим просто. Ну, я вам сейчас покажу, какая ограда была первоначально. Ну, в этом месте, вот как здесь, это же уже убранная земля тогда. Здесь, да. Здесь, да. Вот Так и останется. здесь зачистим. Значит, все камни, которые стоят вертикально, в древности были покрашены минеральной краской. Помните, какая была? Олифы у них не было в то время. Белая краска. Охра. Охру добывали вот в Ботиневском кряже. Следы охры хорошо видны вот на ребре вот этого камня. Видите, такая желтая. Ну и здесь ее видать еще, вот она. А это вот ледовый клин, он с каждым годом все больше и больше разбегает этот камень. И одна плита, видите, у нас упала в 2003 году. это вон почему. Да. Но когда упала плита, сразу тут прокуратура, памятник федерального значения. Кто что отвечать должен? Ну, нашли виновного, но наказать не смогли, потому что виновным оказалось землетрясение на Горном Алтае. Получается, вам вот эту вот живопись современную уже после 2003-го нанесли? Вот это да. А памятник охраняется он, ну, в смысле музей, с 2007 года. Скажите, а когда упала, это она вот так сразу на кусочки, да? Когда упала, то мы разрешили здесь складывать оба, вот эти вот тасоба, ну, домики для духов, будем так говорить. Потому что, ну, молодежь там могли так стать, позировать, лечь, ну, в общем, самое понятно. Самые упрямые. Ты. Вот, значит, сама пирамида первоначально она не выходила за рамки вот, существующей каменной ограды, она была внутри. Вот. Если она была такой, то она была 30 метров. Если она была такой, то 25 по Марсадову. За 2500 лет, конечно, она подверглась серьезной эрозии, водная, ветровая, антропогенный фактор, то есть ее грабили, несколько раз откинули землю на западную, южную, северную сторону. Макушки потом завалились в склепы, и вот они обрели вот такую форму. Вот фотография Большого Салбыкского кургана столетней давности. Верховой стоит, видите, всадник. Вот человек стоит. А вот начало раскопок, это июнь 1954 года. Видите, контрфорсы оголились, вот насыпь еще осталась. Вот рукоять, про которую я вам рассказывал. А это вот сентябрь 1956 года. Это уже Дромос. Помните, мы заходили вот через этот вход. Вот этот дом, видите, все в бересте, огромные бревна. Вот сам Киселев, кстати, недолго прожил после раскопок, буквально, сколько там, 5-6 лет умер. Вот ограда, про которую я вам рассказывал, и сам склеп в разрезе. Примерно так вы его представляли? По-разному представляли. Вот. Я не так, например. Ну, тут немножко пропорции не соблюли, потому что все-таки 18 метров основания и 8 метров на высоте 2,5 метров над склепом. Почему бревна? Что, неужели труднее было землю насыпать, да и все? Почему эти вот это, видите, несколько слоев бревен? Вот, именно?
Что это? Для благородства? Конечно, жилище. Ну, он же там Последнее. находился. Чтоб не грабили, наверное. Он засыпан, а так он Да, находился в ну, неком пространстве. С ним же еще надо было попрощаться всем. Ну да, Да. У нас же тоже усыпальница. Подобная мельница была обнаружена здесь. Это уже из другого, это другая мельница, но подобная была. А как вот она действует? За Она руками? вот так вставлялась, А, вот здесь. вот так вот, и вот таким образом. Все предметы, которые вы видите, это новоделы, реплики, то есть ну, точные копии. Вот, кроме вот этой мельницы и вот этих вот сосудов керамических, они баночного типа, то есть тагарские. Но здесь эти сосуды были 90 Но это не гончарные, это лепленные сосуды. лепленные. Не гончарные. Причем они, если разбивали этот сосуд, они потом опять из этой же толкли до порошка и потом опять лепили. Оленные бляхи, вот окинак, зеркало. Да. Значит, вот наш тяжело вооруженный скифский воин был воссоздан по материалам раскопок кургана Барсучилок. Вот такой видео он находился. Копье, сам чекан с автоком работал верхней и нижней частью. А что у него шапка? А у него две шапки. Одна такая, а другая такая с оленем. Не, а что, развернул. А, вот так. О. Вот такой вот симпатичный парень. Вот такая шапка у него еще есть. Она у нас лежит. Мы ее по праздникам одеваем. Почему защита для ног понуже дерева? Дерево. Почему не кожа тогда, например? Ну, сказать сложно. Ну, потому что он в Наручи такой... кожаные, а Да, в таком виде он находится. Ну, видимо, может быть, руки все-таки двигаются довольно интенсивно, да, а ноги все-таки, если на коне. если на коне, Да. то да. Кстати, они ездили без стремян. И чья рука за вами? Это кам. То есть бесстременно в седле. Вот боярская письменность, вот петроглифы, да, вот рисунок на скале, это вот, видите, такие юрты стоят деревянные, есть и войлочные. Этот рисунок, он, протяженность у него 30 метров. На Это скале. приблизительно какого времени рисунок? Это тагарская эпоха. А почему определили, что это тагарская эпоха? Вот по этим казанам. Вот котлы вот эти бронзовые, видите? Видели, наверное, с ручками и на трубчатой такой подставке. Они были только у скифов. Ни раньше, ни позже их уже не было. Так, ну вот шаман, кстати. Видите? Вот мы его тоже представили. У тагарцев часто встречаются рисунки шаманов. Вот курган Барсучилок раскопали немцы, экспедиция Берлинского института археологии и совместно с нашим ХГУ, с кафедрой этнографии и археологии был раскопан курган Барсучилок. Здесь прошли, видите, с севера на юг. С креперами снимали там по 3 сантиметра. И потом на срезе посмотрели, как строилась эта пирамида. Впервые обнаружили, что тагарцы применили связующие материалы. То есть обмазывали отмученной глиной и брикеты вложили в тело пирамиды. Здесь была похоронена семья из 4 человек. 3 лежали в склепе, 1 лежал в углу ограды. Было обнаружено золото, вот такое украшение из ракушек каури и клыком кабарги женское. А ракушки каури у нас здесь появились в 5 тысячелетии с берегов Индийского океана. Больше они нигде не выводятся. А вот вы сказали, шаман, а все-таки, а может быть, жрецы, то есть не было здесь культовых каких-то зданий вот, обнаружено? Просто Ну, культ был манихейский дворец. манихейский. А, ну манихейский это уже позднее, это... Да, тут, ну и буддизм насаждался, видимо, здесь, и манихейство. Вот в таком состоянии находится этот курган. Видите, здесь, в отличие от Большого Салбыка, они использовали плетняк в ограде. Ограда 54 на 55. Было завезено плетника столько, что его можно, наверное, было вывезти, только если погрузить его на 500 КАМАЗов. Хотя рядом нет ни каменоломен, нету ни воды, вода за километров 10, наверное, лес за 25.
ближайшая каменоломня, ну, километров, наверное, 20 тоже. А здесь Такие трудозатраты были затрачены, чтобы похоронить. стоящих камней меньше, чем на Салбыкском, или это я ошибаюсь? Вертикально стоящих Да. меньше. А почему? Меньше. Ну, сказать Это сложно. по-разному? Это вожделое. Ставили по-разному, или была какая-то закономерность? Но они Или ставили вертикальных камнях? сориентированы по сторонам света. Все равно и здесь они стоят сориентированы. И... Да, но количество само вертикальных камней, оно от чего-то зависит или это Ну вот неизвестно? Или там, где хватало Конкретно на плиту. сказать, ну, невозможно. Все, что я вам рассказал, это я всегда так Чем подчеркиваю. больше курган, тем больше Ну пластиночный даже на ряд. такой курган все равно надо Да, побольше. было. это элемент как бы конструктивный с одной стороны. Погребальная маска таштыкская. Был такой обряд, когда рядом с трупоположением либо трупосожжением ложили маску этого человека. Это настоящее? Да нет, да вы что, нет. Это точная копия. Точно. Настоящее можно будет в музее. В музее увидите, да. Что-то он на китайском понял, смотри. Она такая была раскрашена. По Да, раскрасу. да. По раскрасу. Ну такой нашли, да? Да, в Чмах такой перекид тоже. Ну, это мельницы, вот это инструменты музыкальные, кстати. Сохранилось только вот у хакасов, чадыганов, чадхан, у монголов, тувинцев, Оно алтайцев. просто у вас на чердаках лежит? У нас вот в Новосибирске такого нет. Сразу свистнут. Вот даже бивень мамонта, вон зуб мамонта. Тоже на чердаке? Нет, это ну, местные принесли. То есть такие животные когда-то здесь жили. Так, ну что, Ну, это наподобие языки, да? Да. нам еще час ехать до Арбака, но вам еще нужно обед. Можете еще Ирина Викторовна, да, вам насчет количества человек.